Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем учиться составлять предложения. И начнем мы с вами с обиходных вопросов, то есть вопросов, которые мы часто задаем друг другу. И давайте начнем. «Эн тух надалакын». Что вам угодно. Найдите, пожалуйста, вот эти слова и прикрепите к доске. «Эн тух надалакын». Что вам угодно. Так, хорошо, спасибо. Бутугуй. Что это такое? Бутугуй. Что это такое? Эн здоровьян кайдагый. Как ваше здоровье? Эн здоровьян кайдагый. Как ваше здоровье? Тухсанун. Что нового? Тухсанун. Что нового? Когда мы хотим узнать, откуда человек родом, из какой деревни, мы задаем вопрос «Хая декигини?» Вы сами откуда? Кая дикигини. Вы сами откуда? Когда мы хотим узнать, как зовут человека, мы задаем вопрос «Атын кими?» Как вас зовут? Атын кими? Как вас зовут? Когда мы хотим узнать, сколько лет человеку, мы задаем вопрос «Сагын кагый?» Сколько вам лет? Сагын кахи. Сколько вам лет? Когда мы хотим узнать, когда человек приехал, мы задаем вопрос таким образом. Эгиги хахан келлигит. Когда вы приехали? Эхиги кахан келлигит. Когда вы приехали? Когда мы хотим узнать, куда собирается человек, мы спрашиваем «Ханна барагыт», куда собираетесь ехать? Кандна барагыт. Куда собираетесь ехать? Ханна үлелигин, где работаете? Канна үлелигит. Где вы работаете? Когда мы хотим узнать, по какому адресу человек живет, мы спрашиваем «Эн ханна олорогун». Где вы живете? Эн канна олорогун. Где вы живете? Также мы можем задать более уточняющий вопрос «Ханнык адрес к олорогун». По какому адресу живете? Каннык адреска олорогун. По какому адресу живете? Если мы не совсем поняли вопрос, мы можем также задать более уточняющий вопрос «Эн тух детень». Что вы сказали? Эн тух детен. Что вы сказали? У нас бывает много гостей, и очень много гостей хотят спросить, как это называется на якутском языке. Мы тогда задаем вот такой вопрос. Бу сахалы тух денерей.
Как это называется по-якутски? Бу сахалы тух денери. Как это называется по-якутски? Эйеха нучалы сахалы тылджит барду. У вас есть русско-якутский словарь? Эйеха нучалы сахалы тылджит бардо. У вас есть русско-якутский словарь? Кеhe ханна барыqqa сөбүй. Куда можно сходить вечером? Киэхэ ханна барыqqa сөбүй. Куда можно сходить вечером? Когда мы заходим в магазин, мы хотим узнать, сколько стоит тот или иной товар. Тогда мы задаем вопрос. Ити төһө сыналағы төһөнү. Сколько это стоит? Ити тэхэ сыналағы тэхэну. Сколько это стоит? Кеhe эн тугугунагын. Что вы будете делать вечером? Киэхэ эн тугукнаган. Что вы будете делать вечером? Бүгүн күн хайдагы. Какая сегодня погода? Бүгін күн хайдагы. Какая сегодня погода? Хасчагы. Который час? Касчагы. Который час? И если мы хотим узнать, чем занят человек, то мы тогда задаем вопрос «Эн тугугунагын». Что ты делаешь? Эн тугукнаган. Что ты делаешь? А теперь давайте закрепим, будем работать над произношением. Я говорю на якутском и на русском, а вы за мной повторяете. Эн тох надалахкын. Что вам угодно? Эн тухнадалакын. Что вам угодно? Бутугуй. Что это такое? Бутугой. Что это такое? Эн даровыян кайдагы. Как ваше здоровье? Эн доробьен кайдагай. Как ваше здоровье? Тохсанон. Что нового? Тухсонун. Что нового? Хаядикигини. Вы сами откуда? Каядикигини. Вы сами откуда? Атынкими. Как вас зовут? Адын кими? Как вас зовут? Сахын кагы. Сколько вам лет? Сахын кахай. Сколько вам лет? Эгеди кахан келлигит. Когда вы приехали? Эхеги кахан келлигит. Когда вы приехали? Ханна барагыт. Куда собираетесь ехать? Канны барагат. Куда собираетесь ехать? Ханна үлелигин. Где работаете? Канна үлелиги. Где вы работаете? Ханны адрес колорогон. По какому адресу живете? Канны адрес колорогот. По какому адресу живете? Эн тох диетин. Что вы сказали? Эн тухтетин. Что вы сказали? Бу сахалы торденери. Как это называется по-якутски? Бусахалы торденери. Как это называется по-якутски? Эйеха нучалы сахалы тылджит барду. У вас есть русско-якутский словарь? Эйехан учалы сахалы тылджит бардо. У вас есть русско-якутский словарь? Кеhe ханна барыqqa сөбүй. Куда можно сходить вечером? Киэхэ ханна барыqqa сөбүй. Куда можно сходить вечером? Ити төһө сыналағы
Тегеню. Сколько это стоит? Эти тегесеналары. Тегеню. Сколько это стоит? Кеге эн тугуганаган. Что вы будете делать вечером? Кеге эн тугугнаган. Что вы будете делать вечером? Бүгін күн қайдағы? Какая сегодня погода? Бүгін күн қайдағы? Какая сегодня погода? Қас чағы? Который час? Қас чағы? Который час? Эн тугуганаган. Что ты делаешь? Эн тугугнаган. Что ты делаешь? Так, мы закончили работу над произношением. Сейчас у нас будет другое задание, которое мы с вами должны выполнить. Давайте представим, что вы давно не виделись, а теперь встретились. Какие вопросы вы бы стали задавать друг другу? Тухсолон. Что нового? Эһеги қахан келлигит? Когда вы приехали? Эндоробиен кайдагай. Как ваше здоровье? Хорошо, спасибо. Теперь для того, чтобы выполнить следующее задание, мы сегодня пройдем новые для вас слова. Первое – это у нас будут указатели времени. Для выполнения следующего задания мы сегодня пройдем новые для вас слова. Первое – это мы с вами рассмотрим указатели времени. Бүгін – сегодня. Бүгін – сегодня. Бәрәһә – вчера. Бәрәһә – вчера. Сарсын – завтра. Сарсын – завтра. Өйін – послезавтра. Июнь – послезавтра. Бу неделяға – на этой неделе. Бу неделяға – на этой неделе. Аспыт неделяға – на прошлой неделе. Аспыт неделяға – на прошлой неделе. Анығысқы неделяға – на следующей неделе. Анығысқы неделяға – на следующей неделе.
Итак, мы сейчас познакомились с вами со словами, которые указывают время. Давайте еще раз повторим. Bugün – сегодня. Bugün – сегодня. Beraber – вчера. Beraber – вчера. Sarsın – завтра. Sarsın – завтра. Öğün – послезавтра. Öğün – послезавтра. Bu неделя – на этой неделе. Bu неделяға – на этой неделе. Аспыт неделяға – на прошлой неделе. Аспыт неделяға – на прошлой неделе. Анығысқы неделяға – на следующей неделе. Анығысқы неделяға – на следующей неделе. А теперь давайте познакомимся со словами, которые означают дни недели. Понедельник – понедельник. Понедельник – понедельник. Вторник – вторник. Вторник – вторник. Среда – среда. Среда – среда. Четверг – четверг. Четверг – четверг. Пятница – пятница. Пятница – пятница. Суббота – суббота. Суббота – суббота. Воскресенье – өрөбүл, воскресенье. Воскресенье – өрөбүл, воскресенье. Так, а теперь давайте еще раз повторим. Понедельник – понедельник. Понедельник – понедельник. Вторник – вторник. Вторник – вторник. Среда – среда. Среда – среда. Четверг – четверг. Четверг – четверг. Пятница – пятница. Пятница – пятница. Суббота – суббота. Суббота – суббота. Воскресенье – өрөбүл, воскресенье. Воскресенье – өрөбүл, воскресенье. А теперь давайте познакомимся с названиями месяцев. Тоқсыню – январь. Тоқсыню – январь. Олуню – февраль. Олуню – февраль.
Кулун тутар. Март. Кулун тутар. Март. Мусустар. Апрель. Мусустар. Апрель. Гэмыя. Май. Гэмыя. Май. Бесыя. Июнь. Бесыя. Июнь. Отыя. Июль. Отыя. Июль. Атыржахыя. Август. Атыржахыя. Август. Балаганыя. Сентябрь. Балаганыя. Сентябрь. Алтыны. Октябрь. Алтыны. Октябрь. Сетенни. Ноябрь. Сетенни. Ноябрь. Аксыны. Декабрь. Аксыны. Декабрь. Так, ну и давайте мы еще раз поработаем над произношением. Токсуню. Январь. Токсуню. Январь. Олуню. Февраль. Олуню. Февраль. Кулун тутар. Март. Кулун тутар. Март. Мусустар. Апрель. Мусустар. Апрель. Гэмыя. Май. Гэмыя. Май. Бесыя. Июнь. Бесыя. Июнь. Отыя. Июль. Отыя. Июль. Атыржахыя. Август. Атыржахыя. Август. Балаганыя. Сентябрь. Балаганыя. Сентябрь. Алтыны. Октябрь. Алтыны. Октябрь. Сетенне. Ноябрь. Сетенне. Ноябрь. Аксыны. Декабрь. Аксыны. Декабрь. А теперь давайте познакомимся с глаголами, с помощью которых потом мы будем с вами учиться составлять предложения. Глаголы. Келле болла. Наступил. Келле болла. Наступил. Боло келе. Наступит. Боло келе. Наступит.
Кетехебин. Жду. Кетехебин. Жду. Кютебин. Жду. Кютебин. Жду. Себелюбин. Нравится. Себелюбин. Нравится. Себелюбин. Не нравится. Себелюбин. Не нравится. Так, сейчас мы с вами ознакомились с глаголами, и далее продолжим. Будем учиться составлять простые предложения с помощью тех слов, которые мы проходили на прошлом уроке и которыми ознакомились сегодня. В якутском языке есть синонимы, и поэтому вот глаголы «келле», «болна» на русском языке означают «наступил». Келле. Болла. Наступил. Боло, келе тоже являются синонимами и в переводе означают «наступит». Боло. Келе. Наступит. Кетехебин, кютебин тоже являются синонимами. Так. Кетехебин, кютебин тоже являются синонимами. В переводе означают глагол «жду». Кетехебин. Кютебин. Жду. Себелюбин нравится. Себелюбин. Нравится. Себелюбин не нравится. Себелюбин. Не нравится. А теперь перейдем к следующему заданию. С помощью тех слов, которые мы проходили на прошлом занятии и с которыми ознакомились сегодня, мы должны научиться составлять простые предложения. Пожалуйста, на ваше усмотрение, Айна, составьте мне 3 предложения. Сетин не болла. Наступил ноябрь. Бүгін бертінсе. Сегодня пятница. Sayılı kütebin. Жду лета. Спасибо, Айна. Мы как раз на этом упражнении с вами посмотрели, как нужно составлять простые предложения. На следующем уроке мы тоже будем учиться составлять предложения, но уже более сложные. Спасибо, Айна. Сегодня мы с вами познакомились с обиходными вопросами, с днями недели, месяцами, а также с глаголами, с помощью которых мы научились с вами составлять простые предложения. До новых встреч! Көрсек қадері!